Более 2500 человек были эвакуированы из зоны затопления в поселке Войково Октябрьского района Грозного. Из-за прорыва дамбы, который произошел на реке Сунжи днем 27 августа, в воде оказались около 600 зданий. У нас полный дом затоплен, все канализация, весь водопровод, подвал, первый этаж, все там затоплено. Эвакуированные из опасной зоны люди размещены в 2 общежитиях и 2 школах Грозного, а также у родственников. На место прорыва дамбы приехал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он проинспектировал, как выдержали натиск воды, построенные летом этого года укрепления. Вот сейчас специалисты говорят, если вовремя они построили бы это сооружение, то центр Грозного не было бы, так сказать. Накануне в Чечне почти сутки шли проливные дожди. Из-за ливней река Сунжа вышла из берегов, прорвала дамбу и наводнила Грозный. Мы на сегодня отслеживаем ситуацию по гидропостам, которые находятся у нас на протяжении реки. Держим связь с соседними республиками. Мы в надежде, что в принципе пик уже прошел. По тем сведениям, которые у нас есть, вода, скорее всего, пойдет на спад. Спасательные службы проводят аварийно-восстановительные работы. Участок берега, откуда вода поступала в жилой поселок, подняли на 70 сантиметров и удлинили на 50 метров. Sadirno. Hah?
Из-за проливных дождей прорвало дамбу в Грозном. Подтоплены более 700 домов. Из опасной зоны эвакуировали 2500 жителей. Пострадавших нет. Причиной прорыва могло стать резкое повышение уровня воды реки Сунжа. В чеченской столице несколько дней не прекращались сильные дожди. Улучшение погоды прогнозируют уже завтра. Стихия бушует не только за океаном в Грозном. Из-за прорыва дамбы пришлось эвакуировать более 2500 человек. Около 700 домов подтоплено. Дамба не выдержала напора воды реки Сунжи, которая вышла из берегов после проливных дождей. Сейчас спасатели укрепляют берега и откачивают воду из затопленных районов. Эвакуированных временно разместили в 2 школах и 2 общежитиях города. Кто-то пережидает наводнение у родственников.